Здравствуйте, это программа «Национальный Геленджик» и я, ее ведущая Александра Фурс. Среди нас живет народ, чьи предки населяли эти земли еще до нашей эры. Они подарили миру великих воинов и полководцев. Только в годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза получили 34 представителя этой национальности. Их национальный язык изучают в Сорбонне, Гарварде и лучших университетах Японии. Согласитесь, звучит интригующе. Ну что же, самое время познакомиться поближе с осетинским народом. Быт и домашние устои осетин схожи с многими народами Северного Кавказа. Во главе всех правил, конечно же, уважение и почитание старших. Некоторые традиции остались еще от предков, а предками осетин были аланы. Испокон веков за аланами закрепилось имя великих воинов. Этот характер в полной мере передался и осетинам. Доказательством служит и национальный флаг. Флаг – это снежный барс. Но вообще-то аланы на войны шли, наверху орел был на флаге и дракон. Флаг – это 3 цвета. Белый цвет – это цвет чистоты. Красный – это цвет храбрости, золотой, желтый, но золотой цвет – это цвет богатства. Аланы практически никогда не находились дома, всегда воевали, а если выдавалась возможность вернуться домой, то мужчины уделяли немного времени домашним и садились за общий стол, отдельно от женщин. Сильная половина говорила про победы и новые походы, слабая – про домашние дела и детей. Общих тем находилось очень мало, да и права голоса за столом женщинам просто так никто не давал. Это еще одна древняя осетинская традиция. Во главе всегда старейшина, справа от него второй по старшинству, слева следующий и так далее. Что касается яств, ни одно застолье не обходится без осетинского пива. Нарты придумали пиво, которое по сегодняшний день употребляют осетины и многие народности. Вот. А придумала женщина Шатана. Так ее звали. Вот. И поэтому мы ее всегда уважаем. Это очень ценный продукт. И за каждым столом оно всегда находится, тем более у осетина. В общем. Это не покупная, это самое готовим домашнее пиво. И, конечно, сложно представить осетинский стол без настоящих осетинских пирогов. Обязательно должно быть 3 пирога. Они символизируют землю, воду и солнце. И первый тост поднимается за Всевышнего. Второй за святого Георгия, покровителя воинов. Произносит речь исключительно мужчины. В чем, а вот в свадьбе и предшествующих ей событиях участие принимает вся семья. Отцу же не скажешь: папа, я жениться хочу, давай невесту, да? Начинается там где-то от друзей и так далее, родственники там помоложе. Потом те передают отцу, что вот там, туда-сюда, нашли невесту, сын хочет жениться. Все это готовится, сватов присылают, там договаривается, раз приходят, 2 приходят. Сваты это кто? Сваты, женщины, кто? Не старики приходят и не молодые приходят, такие средние мужики приходят. Потому что это мужское дело. Парень хочет жениться. Также крадут невесту, когда его забирают, прячут, там бывает сутками ищут. Тоже выкупы такие. Специально к нашему визиту нашелся и национальный женский свадебный наряд молодой осетинки. Его основными элементами являются рубаха, корсет, кафтанчик, распашное платье, шапочка и фата. Интересно, что кафтанчик девушка начинала носить с момента, когда она вступала в брачный возраст и ходила на танцы. Он надевался поверх рубахи под распашное платье. Шили его по возможности из дорогих тканей – бархата, атласа, плотного шелка. Поверх шапочки накидывалась тонкая белая кисия, которая, в свою очередь, прикрывалась обширной шелковой шалью, спускающейся на лицо. Перед такой красотой не мог устоять ни один джигит. Еще одно достояние осетинского народа – это национальный язык. Осетинский язык относится к индоевропейской языковой группе иранской ветви. Принято
Принято считать, что русский и осетинский языки – это двоюродные братья. Но, как ни парадоксально, самые близкие к нему – это немецкий и таджикский. Осетинский язык – это осколок скифского языка. Осетинский язык изучают в Сорбонне, в Гарварде, в лучших университетах Японии. Удивительно, я сам видел, когда японцы приезжали в Осетию и говорили на 3 диалектах осетинского языка. Это дегорский, и русский, и кударский диалект. Это южные осетины, западные и восточные осетины. Рагон нартон лагау жарун кужонин. Арвама кушидма фендерисахт. Зылаты щеппет махима архонин. Разурину дона жардей машт. Как переводится? Это, если бы я мог, как народ вдохновенный, донести свою песню, я бы рассказал народу о Осетии, о ее народе, о ее истории и так далее. Вот если подсрочный перевод, вот такой смысл. А вот правда, если говорить про наш город моей мечты, как будет звучать на осетинском? Болиц, Шахар. Город по-осетински это Шахар, а мечта это Болиц. Вот, если так говорить, город моей мечты Геленджик. Действительно удивительной красоты Геленджик. Свои традиции и обычаи осетины бережно хранят и передают следующим поколениям, чтобы и спустя сотни, даже тысячи лет, вот так на духу потомки тоже могли рассказать о них. Осетинский народ добродушный, отзывчивый и очень гостеприимный. Отказаться от предложения сесть с хозяевами за стол считается оскорблением. Поверьте, быть гостем такой семьи почетно и трепетно ощутили на себе. С вами была Александра Фурс и программа «Национальный Геленджик». Фем Балдма.